ваш». Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии персонально ваш политик Айрат Дильмухаметов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню нашим радиослушателям номер для СМС-сообщений, куда вы можете присылать вопросы нашему гостю. +7 927 304 10 51. К этому номеру также привязан аккаунт в мессенджере Telegram. Туда вы тоже можете писать. Прямая трансляция эфира запущена в Фейсбуке и на Ютубе. Присоединяйтесь к нам и там. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте этого делать, чтобы не пропускать все самое интересное. СМИ начали писать вот сегодня, что в Уфе Игорь Комаров, полпред президента России в Приволжском федеральном округе. На ваш взгляд, этот визит, скажем так, внеплановый? И засебая он, или это все-таки что-то другое? Да, я думаю, что, конечно же, внеплановый, и главная проблема — это проблема карьера Сибайского, конечно. И, по-моему, я прочитал, вот, что они уже в правительстве республики этот вопрос обсуждают. Угу. Почему эта проблема кажется такой неожиданной не только для нас, для жителей, для журналистов, но и реально для всех, кто с этим связан, да, для правительства, республиканского, федерального? То есть неужели это что-то такое новое, из ряда вон выходящее, чего не было никогда в истории? Нет, это экологическая катастрофа техногенного характера, которая вполне ожидаема, потому что в условиях хищнического колониализма, абсолютного отсутствия какого бы то ни было гражданского экологического контроля, когда, вот, допустим, экологические ведомства строго подчинены исполнительной власти, а я говорю, что исполнительная власть, она не отражает интересы нашего народа, она защищает всего лишь, является компрадорской по сути, то есть колониальной, работает в интересах метрополии, а поскольку власть в метрополии осуществляет симбиоз генералитета, высшего генералитета спецслужб и высшего олигархата, к олигархату, пожалуйста, принадлежит владелец УГМК Искандер Махмудов, один из столпов вообще вот этой системы. И поэтому совершенно верно, что вот у нашего в Рио нет никакого ни веса политического, да, наверное, и желания даже у него нет вообще поднимать серьезные вопросы перед самим Искандером Махмудовым. Эта ситуация закономерна. Во-первых, смотрите, вот я вчера, по-моему, в эфире у вас на радио, значит, услышал две вещи, которые меня покоробили. О том, что в Рио и мэр Сибай никакого отношения, значит, к этой экологической катастрофе не имеют. Угу. И второе, значит, вот этот наш убогий провинциализм, значит, тут же поспешили временно исполняющего похвалить за то, что он открестился от мэра Сибая. Слушайте, ну мы о чем говорим? Вообще, как это мэр Сибая не виноват, если активная фаза горения середина ноября идет. Середина ноября идет, и в соответствии с 42-й Конституцией России власть обязана предоставлять достоверную информацию об экологической ситуации. Когда есть угроза здоровью народа, а народ является и высшим источником власти. И вот этот мэр, он всячески скрывал. Скрывал почему? Ну, потому что, конечно же, он работает в сговоре с этой крупной компанией, он ставленник определенных бизнес-сил, вот, и в его шкурных интересах было все это замолчать, что он и делал. И только под давлением общественности вот эта информация стала выходить наружу. Это во-первых. Во-вторых, когда мне говорят, что Рафик ни в чем не виноват, значит, и это все образовалось само собой, но извините меня, Ради Фаритович у нас был третьим или вторым лицом в нашей республике, тогда еще в государственном образовании, в середине нулевых годов. С 03 по 8 он был руководителем администрации целого президента огромной республики. И именно в этот момент, в 4-5 году, республика полностью потеряла контроль над этими производствами. Полностью. То есть в 92 году, выполняя волю
башкирского народа, которую башкирский народ выразил на 6-м своем самом демократичном всебашкирском ЕЕНе, который прошел в декабре 1991 года, и Рахимов эти наказы в 1992 году вынужден был выполнять, а республика забрала под свою юрисдикцию все стратегические производства. А когда общество, когда сам башкирский народ, значит, я говорю в широком понимании башкирского народа, значит, заснул своим летаргическим политическим сном, и до сих пор он не может проснуться, а вот под этот сон высшие руководители, а именно Рахимов, Байдавлетов и Хабиров, они передали весь контроль, который находился у республики, Искандару Махмудову. И как вы совершенно, значит, можно предположить, что это было абсолютно не бескорыстно сделано. Но ведь это происходило в рамках тенденции, которая имела место во всей стране, то есть вертикаль власти именно в те годы выстраивалась, она не только в Башкирии выстраивалась. Так Башкирия по своему определению, по своему историческому пути, по 90-м годам, она как раз-таки, как и Татарстан, имела больше всего возможностей для своей экономической самостоятельности, сохранения. Это во-первых. Она это сделала, она забрала в 90-х годах. Но из этого ничего не создали, не сумели. То есть не было, допустим, элементарно создано того же республиканского холдинга, который объединял бы вот эти все зауральские производства и карьеры. Просто отдали, потеряли контроль. И, естественно, здесь, наверное, и Махмудова как бы винить, что ему позволяют, он и делает. Эта ситуация была запущена, поэтому мне когда говорят, что Хабиров тут вообще ни при чем, извините, кто тогда при чем? Он был, я еще раз говорю, третьим лицом в республике. И он был согласен с этой передачей. Потому что вот в чем отличие вообще политика? Если политик с чем-то не согласен, он работает в чем-то правительстве, и он видит, что происходят дикие вещи, у него, как я писал в одной из своих статей, всегда есть оружие против этого. Это заявление о своей отставке. Я ухожу в отставку, господин президент, то есть в данном случае Муртаза Губайдулович, потому что я, как руководитель вашей администрации, категорически не согласен с передачей стратегических отраслей нашего башкирского Заураль, да и всей республики, в ведение какого-то олигарха. Сделал что-то подобное Хабиров тогда? Нет, даже ни намека. Смотрите, но это оружие у нас в России ведь не работает, как правило. Здесь даже, может быть, и не Хабирова вина, а система так устроена. В принципе, этот вариант решения проблем никто из политиков ни на федеральном уровне, ни на региональном уровне не применяет. Но это и плохо. Мы к этому должны стремиться, чтобы у нас работала нормальная политическая система и был политический класс. Что такое политический класс? Это не чиновники. То есть вот Хабиров — это классический чиновник. Вот все говорят, он политик. Как он может быть политиком, когда 27 сентября он выступал с лекцией в РГГУ и, значит, еще не мечтал о том, чтобы возглавить республику? Его заботил только, значит, вот этот подмосковный городишко. При этом он извиняется. И сейчас, допустим, его отзовут куда-то, отфутболят на чердак, и все вот эти вот словословия по поводу great again, не great again, значит, он забудет на следующий день. И будет выполнять новое ответственное задание его партии. Смотрите, между тем он извинился за главу того же самого Сибая, да, Авзалова, а тот продолжает еще работать. Не политическое ли это заявление все-таки? Ну, это вообще смешной момент, когда, значит, вчера тоже вот оправдывали, ну надо же, а он извинился за мэра Сибая. Вот вообще до какой степени политической деградации мы вообще дошли? Я вообще просто в шоке. Вот что произошло? Вот, то есть мы вот, смотрите, оттолкнулись. Он чиновник, да, по менталитету, что тот, что другой, а не политик. Такие вещи, во-первых, вот начну с мэра Сибая, как бы говорить вообще непозволительно. Как говорил Толеран, так думают, но так не говорят. Ты можешь думать, но как ты можешь об этом говорить своим гражданам в такой момент еще? Тем более, что ты трижды не прав. И такой лексикон применяет. Значит, а Хабиров, он что, не такой? Он сам, будучи руководителем администрации, тех людей, пенсионеров, которые эта власть ограбила в 2005 году, которые пришли просить ответа у своего правительства, он называл бабуинами. Это самое мягкое из тех слов, которые он употреблял. И в эфире выступал на БСТ. И мой жест вот такой, что мы ваши, значит, властью сыто по горло, он, значит, интерпретировал, что я призываю людей резать горло ему, значит, как чеченские бойки. Вот, понимаете, вот искаженное вот это вот восприятие вообще действительности. Вот. Ни один чиновник не вправе так говорить. Разве Хабиров мгновенно отреагировал на эти слова мэра Сибая?
Да он его прикрывал до последнего. А что заставило отреагировать? Так опять его чиновничья сущность. Если бы Песков не отреагировал, то есть это же пошло на уровень метрополии, об этом стали писать все российские СМИ, это же возмутительно. И пресс-секретарь президента Путина, перед которым так не хочет Хабиров краснеть, пресс-секретарь, то есть его говорящая голова, значит, за Путина сказали: вы что там творите? Разве можно такие вещи позволять? В 2019 году Песков о чем сказал? Что мы фактически тут дуем, значит, на всякие вот чрезвычайно опасные ситуации. Мы пытаемся сделать рейстайлинг нашей, значит, людоедской власти, показать, что мы якобы человечные. И в этот момент, значит, вот такие подчиненные господина Хабирова такие вещи говорят. Поэтому он вынужден был отреагировать. Он вынужден был извиняться. И я, кстати, совершенно не удивлюсь, если мы же все подноготно не знаем, что был звонок, и его заставили это сделать. Угу. Потому что, зная вот Хабирова, значит, его психотип, он человек, который... Он за себя-то не извинится. Не то, что за других. А что касается Авзалова, то есть это... как он назвал? Козлами же вот этих... В том числе. Да. Ну, что касается, как бы, сам, вот без всяких оскорблений, сам мэр Авзалов, он баран, жертвенный баран в данном случае. То есть это никакое не оскорбление. Его, понятно, что его дни сочтены. Это вопрос времени. Он будет принесен в жертву, поэтому, собственно, его и держат, чтобы что-то, кого-то было принести в жертву. Потому что, по большому счету, там вот за этот Сибай надо веревочку тянуть, и все, кто с самого 2004 года причастен вот к этому, всех, значит, отправлять в отставку. Это как минимум. Это даже я про уголовное расследование не беру. И вице-премьеры должны отвечать, соответственно, и премьер должен, у нас его пока нету, и экологические службы все должны отвечать. Но самое главное, я об этом говорил, вот эта вот катастрофа, это вот калька всех наших вот колониальных экономических отношений. Это еще раз основание, чтобы вернуться к подлинному федерализму не только в политической, но и в экономической сфере и в вопросах собственности. Правильно ли я вас понял, что Ради Хабиров более искренен был вот как раз, когда он жестко высказывался в адрес активистов, которые планировали митинг в Сибае, нежели тогда, когда он извинялся за мэра Сибая? Конечно же. Я как знаток по его психотипу вынужденный. Смотрите, вот там он был сам собой. Вот эти съемки, которые, значит, все видели, вот он был сам собой, как он есть. То есть человек вообще без всякой агрессии какой-то вот из толпы просит его разрешения, ну, вышел, значит, вот он его перебивает, ведет себя по-хамски вообще, разговаривает. Какой митинг? Значит, дает тут же указание, значит, мэру, мы с вами об этом поговорим. Вас никто не боится. Ему кто-то разве говорил, ему кто-то угрожал. Боится, не боится. Откуда вот этот врожденный генетический страх? Я-то примерно знаю откуда. Это вот с того самого 26 марта 2005 года. Это глубокая психологическая травма, когда фактически работники милиции-то его вытолкали, значит, что иди реши вопрос, иначе, значит, вот эти... Но ведь обошлось тогда. Он действительно вышел, поговорил с людьми, и вроде как опыт положительный был. Опыт положительный был бы в том случае, вот я как бы даю бесплатный совет всем таким чиновникам. Значит, если уж такое дело произошло, да, к воротам, там, к окнам вашей мэрии или там правительства пришел народ, а это еще будет, мы это все еще увидим. Значит, прятаться не надо. Вы выйдете к народу и постарайтесь вести себя нормально. То есть Хабиров как тогда вышел? Он начал что-то мычать там по поводу федерального правительства, по поводу провокаторов, значит, ну, и вот у него сущность, терминология это не изменилась. Что в 2005 году он говорил про нас, что мы провокаторы. То есть власть ограбила пенсионеров, а мы провокаторы. То есть мы оппозиционеры, которые возглавили этот митинг и привели. Здесь то же самое. Значит, виновата колониальная система, виновата власть, олигархат, а он о провокациях говорит рядовым жителям Сибая. Без провокаций, давайте это, больше 3 не собираться. То есть вот такая полицейщина в мозгу. Надо выйти к народу, надо выслушать,
Надо постараться как-то решить проблему, возглавить хотя бы этот протест. Я не знаю, у них, конечно, это не получится. Какую-то, значит, согласительную комиссию создать, адресовать вот эти вопросы, подвесить эти вопросы митрополии, потому что сам он не может решить. А у них как? Они выходят, значит, всем своим видом демонстрируют презрение, пренебрежение к тому самому народу, источникам власти, которые они являются. Вот. И поэтому, когда его фактически там с грузовика согнали, значит, и толпа немножко стала его там, значит, давить, естественно, он испытал какие-то эмоции, которые потом вылились, значит, в уголовное преследование. Между тем, публицист Шамиль Валеев озвучил мысль, что все протесты — это кем-то финансируемые такие вот специальные акции. Видели, кстати, этот видеоролик? Он в социальных сетях уже распространен, а вообще вышел на БСТ. Вы знаете, я вот вообще не знаю такого публициста Шамиля Валеева. Я журналиста знал, Шамиль Валеев, и, соответственно, он сейчас чиновник хабировский. Что такое публицист? Публицист, вот это я публицист. Публицист, политическая публицистика — это темы, это горячие темы нашего общества. И когда в условиях вот этого забетонированного вот этого, значит, жандармского власти, ты пишешь, и против тебя возбуждают уголовные дела, вот это публицист. А что написал Шамиль Валеев до 2011 года? Ничего, он обычный журналист. Окей, Поэтому журналист. давайте его не называть публицистом. Я не знаю, что касается точки зрения вот этой вот про митинги. Что там, провокаторы? Что все наши протесты — это, по сути, финансируемые кем-то акции, что люди у нас сами не способны, в принципе, собраться и, в общем, высказать свою точку зрения. Ну, видимо, так я интерпретирую. Ну, здесь никакой оригинальности нет. И, наверное, я не знаю, как минимум к графу Бенкендорфу надо, значит, 19 век обращаться за авторством, а то и далее, значит. То есть всегда у нас, когда народ высказывает какие-то вопросы власти, значит, всегда у нас кто? Обама, чмо, значит, кто там, Газдеп и так далее, Гейропа. Ну, это же... Что тут комментировать на самом деле? То есть вот был журналист, плохой, там, неплохой, я оценки не даю. Стал чиновником. Все. Нет человека. Нет человека. То есть вот такая вот, знаете, коллективная скобеевщина. Что Уфа, что Москва. Наш радиослушатель, который подписывается как Рутени Забиров, спрашивает вас, а кто заставит Хабирова извиниться за его слова о митингующих в 2005 году, вот, которые вы озвучили, скачущие бабуины? Кто заставит? Ну, может быть, я и заставлю, если будет на то воля Всевышнего. Но это, опять-таки, возможно, если нами будет учрежден новый государственный проект 4-й Республики, в рамках, конечно, глобальных изменений, которые затронут всю Российскую Федерацию. Я думаю, она стоит все-таки на пороге этих изменений. Еще один вопрос от того же слушателя вот по поводу Сибая. Осенью до выборы в 2 округа Горсовета. Ваша команда будет как-то участвовать? Референдум о прямых выборах мэра Сибая нужен? 2 вопроса, по сути. Ну, референдум не знаю. Я чисто сейчас практически говорю. Скорее всего, как мы уже говорили, дни Авзалова сочтены. Вот, и в марте, наверное, все-таки его принесут в жертву. То есть он будет отправлен в отставку. Я думаю, он бы и сам бы подал уже добровольно, но, видимо... Нельзя. Да, ему дали команду сидеть и, значит, не отсвечивать. Вот, поэтому, так или иначе, выборы нужны. Знаете, тут вообще как бы другая. У нас ведь система-то выборов мэра, она ведь... это никакие не выборы. Это никакие не выборы, как вот и псевдовыборы главы Республики Башкортостан. Понимаете? То есть моя позиция, она давным-давно заявлена. Выборы президента республики и выборы мэров городов, то есть мы, естественно, начнем с Уфы, с других крупных городов, они, конечно, должны быть прямыми. У нас в Конституции, как написано, народ — это источник власти, и он эту власть осуществляет через референдумы и через свободные выборы. И во всех основных международных документах именно говорится о свободных выборах.
И в нашей же Конституции России говорится о выборах, которые происходят на основе всеобщего, Ну вот тут речь о выборах в горсовет конкретно. прямого права, значит, с применением тайного голосования. Ведь у нас есть примеры. В той же Москве, да, муниципальных депутатов много выбрали независимых. То есть люди вот Но боролись, все даже не равно добились своего. муниципальный фильтр – это дискриминация. Это дискриминация. Выдвижение от партий, при том, что партии у нас регистрируются те, которые, значит, прошли все согласования в коридорах на Старой площади, это тоже дискриминация. То есть значит, что в нынешних условиях участвовать в выборах ни в каких вообще не нужно, потому что бесполезно. Нет, не совсем. Каждый вопрос об участии или неучастии в конкретных выборах, да, он тактический, и он должен непосредственно решение должно приниматься в зависимости от ситуации и от наличия ресурсов и общей политической ситуации, которая в данный момент в республике или в стране складывается. То есть вот я же говорю, что даже при условии, что совершенно дискриминационная, недемократическая система выдвижения псевдовыборов главы РБ, я все равно буду участвовать для того, чтобы показать, что никакой демократичности нет. Мы продолжим разговор с Айратом Дильмухаметовым после перерыва на новости. Оставайтесь с нами. В Москве 13 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Госдума поручила нескольким комитетам, в том числе по безопасности и информационной политике, провести расследование и установить достоверность сообщения о законопроекте, который запрещает покупать автомобиль гражданам, не имеющим гаража или парковочного места. Информацию о таком законопроекте распространило интернет-издание «Ура.ру», при этом оно ссылалось на источник в Госдуме. В Комитете по транспорту информацию опровергли. Спикер Вячеслав Володин заявил, что россияне не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер. Он напомнил, что законопроект об ответственности за фейковые новости готовится сейчас в Госдуме ко второму чтению. Военнослужащим отныне запрещено размещать информацию о себе и своих сослуживцах в интернете и СМИ. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Новая редакция также ограничивает использование смартфонов во время службы. Гаджеты с камерами и доступом к интернету нельзя использовать при ведении боевых действий, во время боевого дежурства и на территории воинской части. Обычные кнопочные телефоны под запрет не попадают. В быту пользоваться смартфонами военным не запрещено, сообщает «Коммерсант». Все фигуранты уголовного дела о мошенничестве, так называемого дела Калви, обжаловали свой арест. Последним это сделал адвокат директора по инвестициям Беринг Восток Ивана Зюзина, сообщили в Басманном суде. Дата рассмотрения апелляционных жалоб будет назначена в ближайшее время. Ранее адвокат Дмитрий Клеточкин сообщил, что защита просит Мосгорсуд изменить меру пресечения Майклу Калви на домашний арест, либо отпустить его под залог в 5 миллионов рублей. О более мягкой мере пресечения просят и другие арестованные. По версии следствия, фигуранты дела причастны к хищению более 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Сам Калви считает, что его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг «Восточного». Повторная экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия». При этом эксперты посчитали, что на картине присутствует обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам, которые, тем не менее, не направлены на возбуждение ненависти, сообщают «Ведомости». Как ожидается, теперь суд пересмотрит решение о признании картины Ложкина экстремистским материалом. Россия по состоянию на конец 2018 года потеряла более 6 миллиардов долларов из-за торговых санкций, пошлин и антидемпинговых мер других стран. Это данные Минэкономики. Ограничительные меры в отношении российских товаров действуют в 62 странах. Больше всего от ограничений страдает металлургическая промышленность. Роскосмос отправит 2 туристов вокруг Земли по маршруту Гагарина. Соответствующий контракт подписан с американской компанией Space Adventures, сообщил в Твиттере гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, это первый контракт на полет непрофессиональных космонавтов к МКС за 10 лет. Космические туристы отправятся на орбиту на одном корабле до конца 2021 года. В Москве в ближайшие сутки облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью -2, -4 градуса, завтра днем до +4. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе.
У двухлетнего Шамиля Якупова из Уфимского района республики множественные пороки развития. Из-за сложных диагнозов мальчик не может самостоятельно дышать. Сейчас семье Якуповых нужна помощь в приобретении портативного кислородного концентратора для сына. Стоимость аппарата 290 тысяч рублей. Помочь Шамилю просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгилек пробел сумму пожертвования». Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгилек». По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии политик Айрат Дильмухаметов. +7 927 304 1051. Номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram. И вот как раз в Телеграме Сергей вас спрашивает, почему вы считаете, что придя к власти, вам удастся избежать тех же искушений, которым неизбежно поддаются все последние руководители нашей республики и страны? Ну, потому что, во-первых, я не человек системы. То есть, как объяснить? Ну вот, возьмем Хабирова. Но вы в последние годы вне системы, но ведь вы в ней были все-таки, если взять. Нет, я никогда не был в системе. Работаю в банке. Ну, банк не является органом государственной власти и, значит, подчиняется системе Центрального банка. Это вообще было в позапрошлой жизни, на самом деле. А после этого еще несколько жизней прожил. Вот, мы живем в матрице рабства, которая из нас высасывает все соки и энергию. Хабиров — это такой вот в хорошем смысле агент Смит. Агент Смит. То есть он стоит на страже вот этой матрицы рабства, является частью этой системы. Я давным-давно в сопротивлении этой матрицы, значит, и всю свою сознательную жизнь и с 3-го года в непримиримой оппозиции к этой власти. И, как говорил Борис Ефимович Немцов покойно, что если ты долго так живешь и декларируешь, тебя сама жизнь заставляет верить в то, что ты говоришь, и следовать тому, что ты говоришь. Поэтому, то есть здесь не тот самый, значит, шварцевский принцип, когда, значит, я убиваю дракона и сам становлюсь драконом. Ничего подобного. И более того, я же ведь... Да, каждый человек, он всего лишь человек, да, и никто не знает, превысит ли в какой-то временной промежуток вот эта его глиняная, значит, сущность и его божественную духовную часть. Поэтому и должна быть сменяемость, и должна быть конституционно прописана процедура импичмента, и нельзя давать слишком много власти одному человеку. Для этого есть разделение ветвей власти на законодательную, на судебную, которой у нас нет. И четвертая власть, то есть настоящий журналистский пул, настоящие публицисты, которые просто разорвут любую власть, если она, значит, будет отходить. Вот ответ. Угу. Ну вот, кстати, продолжая тему, в некотором роде в своем видео вы анализируете годы работы Рахимова и говорите об окне возможностей, которое было в те годы, особенно в 90-е, да, и говорите такую мысль, что, возможно, это окно уже никогда и не повторится в нашей жизни. Не значит ли это, что самим людям, конкретно жителям Башкортостана, не нужны эти возможности, раз уж тогда не воспользовались даже, когда это все было? Нет, здесь никакой связи нет в вашем вопросе в том плане, что ведь окно возможностей, оно возникает в конкретной исторической обстановке вне зависимости от желания или нежелания людей. А если вот говорить о том историческом периоде, в начале 90-х годов, то для такой страны, как Россия, это действительно супер-сверх уникальнейшее окно возможностей. Потому что Россия, это государство, всегда
авторитарное, я мягко выражаюсь, самодержавное. И в лице главы государства оно сказало всем своим регионам: берите сколько хотите, мы сами понимаем. Вспомним вот это знаменитое выступление Ельцина в Конгрессе США, когда он говорил о, значит, вековой химере коммунизма и тоталитаризма, которую русский народ, он тогда говорил, якобы преодолел. И действительно мы смотрели с оптимизмом в будущее, и началось вот это вот строительство той самой договорной федерации снизу, сторонником которой я являюсь, не сверху конституционной, а договорной. Но проблема, опять-таки, оказалась в полном отсутствии тех самых людей X, людей длинной воли, то есть, которые не жили с этим всю жизнь. Если мы посмотрим пример стран, некоторых постсоветских республик, которые стали независимыми, и были там Азербайджан, Грузия, Украина, Прибалтика, целый ряд политиков, диссидентов, которые еще в советское время боролись с этой матрицей рабства. Вот они жили, они прошли, но не всем удалось возглавить свои народы. В основном, а в России уж подавно, старая партноменклатура. И понятно, что без люстрации, ну куда мог привести этот госаппарат, составленный из бывших чекистов и партийных функционеров. Вот мы опять вернулись в тот самый лагерь. Просто уже режим чуть полегче. Вот, и сейчас возможностей явно меньше, а людей, вот этих X, больше не стало. Значит ли это, что все-таки в тупике мы в этом направлении находимся? Нет, я-то думаю, что благодаря как раз-таки, во-первых, информационному обществу и неумолимой логике времени, как раз-таки вот тех самых людей X, людей длинной воли или, значит, пассионариев, субпассионариев, их становится больше. Мы скоро их увидим, просто мы их пока не можем, может быть, воочию реально увидеть там, на огромных площадях. Но это все будет. Окно возможностей будет непременно. Другой вопрос, насколько оно будет большим, какой длительный или короткий промежуток времени оно будет существовать, вот, и как будет развиваться общая ситуация. Но в основном те тенденции, которые сейчас есть, они говорят неумолимо о том, что это окно возможностей, оно будет неизбежно. Оно появится только благодаря тому, что ситуация с холодильником ухудшится, или какие-то другие должны быть первопричины вот того, что это возникнет вновь? Не только. Здесь совокупность факторов. Вы понимаете, вот просто от того, что, значит, холодильник пустой или он полный, значит, он может быть и полным, и может произойти вспышка вот этого вот пассионарного сопротивления. Это фактор, который впрямую не зависит. Но ведь в России нет примеров аналогичных. У нас всегда сложности были в экономике, прежде чем какие-то политические изменения разумеется, происходили. Потому что, конечно, это является общим фоном. Это является отправной той самой точкой, когда люди начинают задумываться, что что-то идет не так. Потом, соответственно, человек задает вопросы и получает ответы. То есть раньше мы как могли, вот я вспоминаю свои 80-е годы, да, ну, мы общались на кухнях, там, на семинарах, значит, у нас был ИСТФАК, самый политизированный факультетом. Мы получали информацию через «Огонек», через «Новый мир». А когда мы в прямом эфире посмотрели 19-ю партконференцию, и там потом на следующий год первый съезд народных депутатов, второй съезд, просто ужаснулись. Я говорю, мы просто угорали над этой властью. Мы были в ужасе от того, кто нами правит. Ну, а сейчас же ситуация схожая. Да, вот эти люди, конечно, они, может быть, не вызывают, то есть это не такие вот старичье из политбюро, значит, шамкающие, выжившие из ума, нет. Достаточно такие еще бодрые, значит, моложавые, молодящиеся мужчины со вставными, значит, зубами, в костюмах от брио, неухоженные, набриолиненные. Но, по сути, это убогие провинциалы духа. У них ничего нету. Но они ведь не научены опытом вот предыдущих поколений. То есть они видят те ошибки, которые совершили представители власти в те годы, и пытаются их не повторять. То есть они хотя бы выглядят реально по-другому. Но вот по сути, вот этим только внешним фасадом все и заканчивается. А каких-то внутренних, содержательных, глубинных смыслов они вообще не извлекли. Вообще не извлекли. Вот общество же обсуждает последние вот статьи Суркова, Дугина. Это как раз-таки вот та самая лакмусовая бумажка, которая показывает, что лютая просто нищета духа.
Мгм. Никаких идей. Слушайте, Попытка выдать, значит, вот это вот пушкинское разбитое корыто за некое, прям, знаете, сверхсовершенное глубинное государство. кстати, вот сейчас мы обратимся, но пока такой вопрос. Между тем у нас выборы главы региона осенью. А где у нас кандидаты, где спор программ, где, в конце концов, политический процесс? Такое ощущение, что всех все устраивает все-таки. Ну, нет, как раз-таки активных людей вся эта ситуация, естественно, она не устраивает. Но в текущей политической системе, которая по сути является прокрустовым ложем, где руки и ноги, значит, а если ты вообще у тебя длина конечностей, значит, выходит за это ложе, они подлежат укорачиванию. Вот у нас какая политическая система. Я же вам говорил давно, то есть вот я в апреле прошлого года открыто сделал заявление, что я намерен бороться за пост высшего государственного лица в Республике Башкортостан, за восстановление поста президента, за реанимирование и создание, по сути, заново федеративных отношений в Российской Федерации. И вот сегодня что у нас? Середина февраля. Ну, у нас кто появился? У нас только Хабиров, чиновник, появился, и то потому, что его сюда прислали. Вот, и Если нет бы его никого. не прислали, мы бы вообще бы о нем не знали, его бы не обсуждали. Здесь был бы Хамитов, и моим противником был бы Хамитов. Других каких-то кандидатов здесь нет, и Но не говорит ли это о том, что нация, Вот по март- сути, не готова? март Вот один еще- вы много лет... март еще дедлайн, когда еще, вот, возможно, кто-то еще появится из каких-то сильных игроков, хотя я не знаю. Почему? Потому что в действующей системе координат они должны зайти в определенные коридоры на Старой площади, занести там кучу чемоданов, получить согласование, добро. Значит, тот же Временный должен еще пару раз облажаться, значит, то есть не только Куштау, не только Сибай, но еще что-то, видимо, должно произойти, что даже на Старой площади зачесали голову и, опасаясь повторения приморского варианта, значит, запустили какого-то сюда, значит, более-менее приемлемого. Я даже не знаю, может, и такой план есть, потому что вот тем методом кавалерийских наскоков, которыми Хабиров действует, машет шашкой, значит, автобусы ему не нравятся, УАЗики, значит, с ушками. А когда возникает реальная проблема, которую надо действительно решать. Вот я же в своем видео сказал, вот по Сибаю, вот, кстати, очень хорошо, что этот полпред, не полпред приехал, потому что республика вот на своем уровне, столкнувшись с такой компанией, как УГМК, и с масштабом такой катастрофы, и мы же еще не знаем, сколько денег выплачивать, вообще какой ущерб здоровью еще нанесен, мы еще не знаем. Выход только один, выводить это на уровень метрополии и комиссию российского правительства создавать. Потому что у республики нет таких денег для возмещения ущерба. И нет такого, сейчас нет такого веса и возможности заставить нагнуть вот ту самую УГМК. Ни соду не можем нагнуть, ни УГМК. Я про Роснефть вообще молчу, с Газпромом. Еще одна тема, вот, про которую вы также высказывались в своих роликах, это высказывание Станислава Белковского, который в том числе в нашем эфире он озвучивал, про транзит власти. Вот он ранее озвучивал идею, что Путин сам, как глава государства, в принципе, готов был бы уйти, если бы мог себе это позволить. Вы с ним не согласны, если я правильно понял, да, с Белковским в этой позиции? Можете как-то вот обосновать эту позицию сейчас? Ну, здесь вопрос... насчет стакана, полон он или пуст наполовину. Где-то логику Белковского, конечно, я понимаю, даже и в 2007 году понимал, когда он говорил, что в силу своего психотипа Путин не тот человек, который, значит, до конца своими, значит, ручками будет держаться вот за вот эти подлокотники этого кресла. В отличие, кстати, от Муртазы Рахимова, который вот даже еще в 2010 году заявлял в ближайшем окружении, что он до 85 лет будет оставаться. Значит, то есть вот до сегодняшнего 2019 года. У него соответствующий психотип до конца. Во что бы то ни стало. Путин, конечно, в этом плане он более такой, скажем так, эпикуреец. В том плане не духа, конечно, а вот этих материальных благ. Если он уйдет на пенсию, в отставку, он в принципе, вот в этом уровне материального обеспечения ничего не
потеряет. Конечно, транзит – это жизненная необходимость. Об этом все больше и больше людей говорят, обсуждают. Значит, опять же, как будто бы Владимир Путин сам не препятствует этим разговорам и этой операции. Вот они ищут какую-то комбинацию такую вот гармоничную, которая, как в той русской поговорке, здесь ее, конечно, в эфире нельзя приводить, значит, позволила бы и рыбку съесть, и сохраниться. То есть, с одной стороны, сохранить какие-то рычаги влияния, авторитет, тот же уровень финансового, значит, состояния, который вот нажит вот этим тяжелым трудом на галерах. И в то же время, чтобы Запад удовлетворился этой комбинацией транзита. То есть Запад же, коллективный Запад может сказать: вы что, нас за лохов держите? Вы... Это тот же Путин, только, значит, вид сбоку. Здесь что-то должно быть именно придумано реальное. Вот между тем, статья Суркова, о которой вы упомянули, это письмо непосредственно Путину, как многие говорят? Или это все-таки послание? Отчасти, я думаю, нет, конечно же, Путин в числе адресатов, но поскольку уже речь идет о транзите, здесь все-таки адресат и активный слой общества, и возможные будущие кандидаты, и противоборствующий лагерь. Тот самый противоборствующий лагерь, на который, значит, чаяние которых выразил Александр Дугин. Как раз через несколько дней после Сурковской статьи. Я вот, например, в статье Суркова увидел, как бы, то есть она адресована в том числе и мне. Так, интересно. Да, что то есть это, это попытка вот тем самым людям X, людям длинной воли сказать: ребята, не надейтесь, не мечтайтесь и не дергайтесь, даже не пытайтесь. То есть... А глубинными он кого называет? Вас или все-таки оппонентов? Нет, глубинным народом, по сути, вот вообще вот в этой статье ничего нового нет. Это та же самая вот эта вот славянофильская химера 19 века, значит, о загадочной русской душе, которую никто не может понять. Он адресовал эту статью. Глубинный народ для него, в его понимании, это вот те самые вцомовские 86% вот этого колорадского быдла. Значит, а в реальности сколько их, мы не знаем. То есть это самая такая вот люмпинизированная, маргинализированная и имперская часть общества. Говорят, рейтинг Путина 33%. Вот это вот похоже на правду? Это они? Да, я думаю, даже, может быть, пониже. Тут, если вот мы говорим о средней температуре по больнице, то она, возможно, и так. А у образованной части общества, в мегаполисах, в городах, в национальных республиках, я думаю, рейтинг Путина еще ниже. Я уже не говорю о всяких советах Федерации и Медведевых. Вот. Поэтому вот статья Суркова, по большому счету, чушь, потому что если он адресует это людям длинной воли, люди длинной воли чихать хотели на его статью. И чихать хотели на полицейские функции его, значит, государства. Потому что люди длинной воли и люди X живут в других системах координат. Понимаете? Ни Нео, ни Тринити, ни Морфеус, они же не боялись агентов Смитов. Вам кажется, эта статья все-таки искренне получается? То есть Сурков это писал вот действительно как думает? Нет, искренне, конечно же, искренне, потому что он так думает, он так видит, он выражает мнение того самого политического класса, путинских элит, именно олигархатской части. Потому что путинские элиты, они разнородные. Я же говорил, есть олигархат, есть генералитет спецслужб. А вот Дугин, который оппонировал ему, значит, Дугин же очень жестко высказался, очень четко сказал. Я вот ответил на эту статью и Суркова, и... То есть Дугин-то вот меня вдохновил, как публицист, и я ему ответил. А Сурков-то это, конечно, было серовато. Вот. А Дугин сказал, что никакого постпутина нет и не будет. И мы будем решать вопрос по-другому. И никаким вот этим элитам, олигархам, вот этим Махмудовым и так далее, значит, им тоже, значит, ловить нечего. Сам Сурков, да, человек хороший, политтехнолог, мы его там оставим в живых. По сути, было сказано это. Вот, а речь, по сути, шла о национализации
Национализация того базиса и национализация самих элит, которые в свое время, в 90-х и в нулевых, национализировали этот общенародный базис. И здесь, кстати, тактические цели Четвертой Республики и тех сил, которых манифестировал Дугин, совпадают. То есть Дугин — это вот, скажем, тот самый народно-патриотический слой, или, как я, значит, называю, русский национальный социализм лайт. И в этом, по сути, не было бы, может быть, ничего плохого, значит, если бы не вот эта неоимперщина дугинская. И не вот это вот его агрессивное евразийство. У нас немного времени, еще пару вопросов есть. Вот мама Рахманова Булата спрашивает вас. 21 февраля будет зачитан приговор 13 мусульманам. Вы придете? Видимо, Хизбут Тахрир, да, имеется в виду? Постараюсь. Это я много раз писал, и программы у меня были, и по преследованию вот этой запрещенной, признанной террористической в России партии. Я как раз обращал внимание и Верховного суда России, и правового сообщества о том, что само решение 14 февраля 2003 года, вот оно уже, смотрите, 16 лет действует, да, и на основании его там сотни людей посажено, оно, ну, в правовом смысле оно вообще неправосудно. И, конечно же, оно должно быть либо отменено, либо пересмотрено. Еще один вопрос от Сергея. Считается, что мудрость человека определяется тем, насколько он способен менять свое мировоззрение под воздействием новых фактов и обстоятельств. Способны ли вы менять свои взгляды? Думаю, что да, конечно. Я не являюсь каким-то закоснелым человеком, догматиком, который, значит, вот... А вы можете вспомнить вот за последние, ну, даже не 20, а 15 лет, что вот какой-то взгляд такой важный, системообразующий у вас был изменен? Важный, как вы говорите, системообразующий, и я, по-моему, говорил, может быть, даже в вашем эфире, значит, это, конечно, мое уважение и следование правам и свободам человека и гражданина. Вот раньше у меня этого не было. Раньше мне То есть вы считали, что ради какой-то цели можно где-то что-то и поступиться? Совершенно верно. Допустим, вот возьмем опять же тот же самый 2005 год, да, вот, я и тогда и считал, что в отдельно взятой республике можно, значит, что-то сделать очень радикально, вот. Но раньше у меня, допустим, какое-то признание, трепета перед отдельно взятой человеческой жизнью не было. Именно второй срок, именно нахождение вот в тяжелых условиях в лагере строгого режима, я тогда понял на своей собственной шкуре, что права и свобода человека-гражданина — это самый последний спасательный круг, который не дает тебе убить просто этой системе. Поэтому, вот опять же, возвращаясь к тому самому, мы должны убить дракона, но мы не имеем права стать драконом самим. Вот это вот квинтэссенция моего политического пути. Спасибо большое. Это был политик Айрат Дильмухаметов. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все.